Здравствуйте, в эфире новостная служба Центральноазиатского телевидения. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. На главу партии Исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири заведено уголовное дело. Появились окончательные выводы о смерти зятя Нурсултана Назарбаева в австрийской тюрьме. В Узбекистане закрылось еще одно оппозиционное движение. Таджикская милиция переименовывается в полицию. Что изменится, кроме названия? И начнем со срочных новостей. На главу партии Исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири, возможно, заведено уголовное дело. Более подробная информация в течение выпуска. Швейцарские судмедэксперты не нашли никаких доказательств насильственной смерти бывшего посла Казахстана в Австрии, зятя Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева, который повесился или был повешен в феврале этого года в СИЗО Вены. По словам экспертов, нет доказательств того, что Рахат Алиев был отравлен или насильственно повешен в собственной камере. Очевидно, это был все-таки суицид. Министерство внутренних дел Таджикистана вынесло на общественное обсуждение проект нового закона о правоохранительных органах. Согласно нему, таджикские служители закона будут переименованы из милицейских в полицейских, а на форме каждого из них напишут их должность и фамилию. Помимо изменений внешней атрибутики, формы и надписей, полицейские Таджикистана будут обязаны во время задержания разъяснить человеку причину его задержания, объяснить гражданину его конституционные права. Будут категорически запрещены всякого рода грубость, хамство, пытки задержанных. Служитель нового формата должен будет уважать политические и религиозные взгляды гражданина и тесно сотрудничать с общественностью. Между тем, опыт изменения формата с милиции на полицию есть в России, которая только недавно прошла через аналогичную реформу. Изменилась ли правоохранительная система России с изменением названия в лучшую сторону? И что российские коллеги могли бы посоветовать таджикским? Я хочу сказать, что это большая ошибка, которую допустило руководство Российской Федерации, переименовав милицию в полицию. И ошибка эта заключается в следующем. Обычно такие фундаментальные изменения в правоохранительной системе должны как-то сообразовываться с мнением общественности. Мнение общественности совершенно не было учтено при этом вопросе. Особенно были поражены и оскорблены ветераны войны. Ветераны говорят, что это не полиция, а полицаи, с которыми мы воевали. Понимаете, вот такая ассоциация происходит. Это совершенно неверно. И в то же время милиция ассоциируется с народной милицией. Произошла ли смена вывески, причем с многомиллиардными затратами. Я не думаю, что в Таджикистане или в других республиках Центральной Азии имеются средства для того, чтобы переименовывать различные таблички, бланки, наименования, форменное обмундирование и так далее. Вот я бы предостерег руководство Таджикистана и руководителей других республик от такого опрометчивого шага. Не нужно этого делать. В то время как милицию официально обязывают уважать политические и религиозные воззрения таджикистанцев, сами властные структуры республики не спешат следовать собственным инициативам. Политический совет партии Исламского возрождения Таджикистана обратился к Эмомали Рахмону с просьбой повлиять на ситуацию вокруг партии и ее членов, на которых в последние месяцы повсеместно открываются уголовные дела, офисы в регионах закрываются, а партийцев заставляют принудительно писать заявления о выходе их из ПИФТа. Все обращения в правоохранительные органы и суды остаются без ответа, поэтому ПИФТ вынуждена обратиться лично к президенту. В письме отмечается, что давление на партию и ее членов началось еще в 2012 году. Однако после парламентских выборов 2015 года они стали носить систематический характер. Давление и правонарушения в отношении партии настолько открыты, продолжают авторы, что даже не скрываются от глаз населения, местных и зарубежных экспертов. Партийцы задаются вопросом, неужели власти не понимают, что изо дня в день среди молодежи растут экстремистские настроения, и коренная причина не в деятельности партий, политических движений или духовенства, а в экономических, социальных, политических, культурных проблемах и неподобающем обращении власти в отношении прав и свобод граждан.
И в подтверждение новости об усилении давления на партию исламского возрождения, в правительственной газете «Джумхуриат» сегодня вышла статья. Некий автор под псевдонимом Анвари Камил пишет о возбуждении отдельного уголовного дела на оппозиционного политика в связи с якобы незаконной приватизацией недостроенного объекта еще в конце 90-х годов. По данным анонима, следственные органы при расследовании дела выяснили, что государственный объект был продан Кабири в пору, когда тот еще был простым активистом партии по заниженной цене, а тот, в свою очередь, подарил купленный недострой третьему лицу. И тут возникает логичный вопрос, почему уголовное дело заведено на покупателя, а не на продавца. Ведь при реализации государственного имущества цена выставляемого на продажу объекта определяется специальной правительственной комиссией, а никак не покупателем. Неужели следственные органы Таджикистана, громко конфузившиеся на деле опального бизнесмена Зайда Саидова, опять готовы опозориться на весь мир на очередном политическом заказе? В свою очередь, особый оттенок этой новости придает то, что известно о ней стало накануне 18-й годовщины заключения Межтаджикского соглашения о мире, положившего конец пятилетней гражданской войны. После систематического давления на нашу партию со стороны различных органов исполнительной власти по всей республике, включая правоохранительные органы, руководство партии по поручению политического совета обратилось в прокуратуру и дважды было на приеме у следователя, предоставив все соответствующие факты. Мы надеялись, что прокуратура возбудит уголовное дело в отношении нарушителей закона. Однако этого не произошло. Также мы обращались в такие органы, как ГКМБ, МВД, Институт омбудсмена, в надежде на то, что эти органы в рамках своей компетенции обратят внимание на нарушение прав граждан страны. Затем, собрав всю доказательную базу относительно давления на членов ПИФТ, мы обратились в суд. Но так как судебная власть у нас не является независимой, наш иск не был удовлетворен. Сейчас же мы выступили с обращением к президенту. Если со стороны президента не последует ответа, то мы это будем расценивать как неуважение к Конституции Республики, гарантом которой он является, и все дальнейшие решения будут приняты на съезде политического совета партии. Далее коротко о ключевых событиях в Центральной Азии. Иран намерен подписать бартерное соглашение с Туркменистаном по поставкам газа в обмен на товары на сумму 30 миллиардов долларов. Со стороны Ирана предлагаются технологии, товары и услуги. В Казахстане 8 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе Алматы-Термез. Столкновение произошло по вине водителя пассажирского микроавтобуса, совершавшего обгон грузовика. Кыргызстан взял очередной кредит от Китая на строительство альтернативной дороги север-юг. Сумма кредита около 300 миллионов долларов. Петербургский суд привлек таджикского офицера, который подозревается в педофилии, к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних со штрафом в размере 50 тысяч рублей и выдворением за пределы России сроком на 5 лет. Будет ли возбуждено уголовное дело против него в Таджикистане, пока неизвестно. Лидер узбекистанского народно-демократического движения «Бердамлик» «Солидарность» Бахадир Чуриев объявил, что его движение, оппозиционное к действующему режиму Ислама Каримова, приостанавливает деятельность. По версии самого Чуриева, причины закрытия движения экономические. Народно-демократическое движение «Бердамлик» приостанавливает свою деятельность на 2 года с тем, чтобы перестроить собственную структуру и исправить имеющиеся недостатки. Кроме того, незаинтересованность узбекского населения политикой, по мнению Чуриева, не позволяет движению достичь поставленных целей. Основными задачами своего движения Чуриев видел ненасильственную смену режима Ислама Каримова и его государственного аппарата, а также проведение либеральных экономических реформ, которые должны принести в Узбекистан предпринимательскую свободу и, как следствие, рост среднего класса. Тем не менее, большая часть инициатив Бахадира Чуриева так и осталась на бумаге. Организованные акции, на которые бизнесмен тратил собственные средства, не нашли отклика среди обычных узбекистанцев. Сам Бахадир Чуриев уже долгое время живет в США, являясь политэмигрантом. Через 2 года он планирует возродить движение, однако уже в формате либеральной экономической партии. Почему решение о закрытии Бердамлика принято именно сейчас? И что должно произойти через 2 года, чтобы новый формат движения добился успеха? Интервью Бахадира Чуриева нашему телеканалу. Мы только в течение 11 лет собрали и стратили около 600 тысяч долларов. Это получается в год около 60, это для большого движения это недостаточно. Во-вторых, мы не смогли поставить хорошую пропаганду по нашей деятельности. Про нас знают, может, там, как сказать, все там структуры госорганов,
А только народ про нас плохо знает. Мы не могли дойти до народов. Вот у нас основная причина. И в-третьих, еще нету вот у нас в окружности, который поддерживает нашу деятельность. Сколько всего в Узбекистане или за его пределами осталось действующих оппозиционных режиму Каримова движений, если среди них те, что представляют серьезную силу, и почему их так слабо поддерживают сами узбекистанцы? Об узбекской оппозиции рассказывает председатель зарегистрированной в Швеции общественной организации Ассоциации Центральной Азии Пулат Ахунов. Оппозиция в Узбекистане есть, она как и внутри страны, так и за рубежом. Из демократических оппозиционных движений, которые зародились, да, скажем, в конце 80-х, в начале 90-х, это были две демократические партии, партия Бирлик и партия ИРК. После этого было создано, после того, как в Узбекистане начались репрессии, многие лидеры, руководители организаций вынуждены были выехать за границу. А потом за границей появилось много других оппозиционеров, которые создавали различные движения, объединения, группы, скажем, вот партия ИРК впоследствии с андижанскими беженцами создали уже движение, которое они назвали «Народное движение Узбекистана», Узбекистан Хал Харакяте. Ну, в принципе, вот сейчас мы имеем две крупные оппозиционные организации. Это партия Бирлик и партия ИРК в виде переоформившейся в Народное движение Узбекистана. И в продолжение предыдущей темы. Официальный Ташкент принял новый закон, согласно которому все встречи, которые организовывают неправительственные или некоммерческие организации, будь то тренинги, семинары, круглые столы, конференции, симпозиумы и даже чаепитие с привлечением людей, отныне приравнены к массовым мероприятиям, согласовывать проведение которых необходимо заранее с властями. За 20 дней до проведения мероприятия организаторы должны спросить разрешение у Министерства юстиции. В случае, если в мероприятии будет участвовать хотя бы один иностранец, то срок запроса увеличивается до месяца. Кроме того, организаторы обязаны предоставить полную программу мероприятия с подробнейшим сценарием и теми словами, что будут произноситься участниками, а также предоставить свободное участие представителя правоохранительных органов. В законе не поясняется, какого именно, но можно предположить, что это будут сотрудники узбекских спецслужб. В случае, если Министерство юстиции сочтет мероприятие угрожающим конституционному строю республики или территориальной целостности страны, оно не получит разрешения. Довольно размытые формулировки закона позволяют запрещать любое неугодное мероприятие, например, обсуждение проблемы наркомании в Узбекистане. По официальным данным, в Узбекистане более 8 тысяч НПО и НКО. Однако сколько их на самом деле и о том, как в новых условиях они будут выживать и почему закон был принят сразу же после визита генерального секретаря ООН в Узбекистан, рассуждает Пулат Ахунов. Вновь какая-то угроза в обществе, по-видимому, существует, раз власти пошли на ужесточение этих законов. Какая угроза может быть? Я считаю, что все-таки угроза – это власти сейчас… В верхних эшелонах идет работа по смене или передаче власти другим силам или внутри этой элиты узбекской. Да? Смена власти идет, и поэтому власти опасаются, что будет какое-то давление, влияние или попытки дестабилизировать страну, ситуацию в стране, и они в связи с этим приняли такие решения, я думаю. И я думаю, что все-таки это решение ограничить собрание связано с тем, что в Узбекистане предстоит смена власти. Это была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы желаем вам получать только хорошие известия. До свидания.